страшно, это когда при тебе убивают других. Как навещает раненых. Это в душе тепло. И чувствуешь себя, что ты защищен. За 12 дней я скинул 6 килограмм. История этих героев, защитников Отечества, началась 28 июля. В этот день добровольческий отряд «Батур» из Якутии отправился на Украину для участия в специальной военной операции. Поздравляю вас с формированием специального отряда «Батур». 105 солдат на протяжении нескольких месяцев сражались на территории Украины. В первые дни бойцы находились в Харьковской области. Их разбили по нескольким населенным пунктам. Там были позиционные бои. Затем всех перекинули во второй Лиман, а после ребята направились в Донецкую Народную Республику и участвовали в боях в местах Пески Радьковский и Редкодуб. Бойцы отряда «Батур» приняли участие в боевых действиях в Луганской Народной Республике и группами начали возвращаться домой. Сегодня вместе с нами домой в Якутск летят бойцы добровольческого отряда «Батур». С такой теплотой якутских бойцов приветствовали на авиарейсе. Позади 3 месяца сражений в Украине, впереди встреча с родными и близкими в Якутии. В аэропорту героев встретил глава Якутии Айсе Николаев. Каждому пожал руки и поблагодарил за службу. О днях, проведенных на вражеской территории, командир республиканского добровольческого отряда «Батур» вспоминает без эмоций, как и принято солдату, прошедшему боевые действия. Наши бойцы стояли очень стойко, твердо, храбро. Они даже не жалели своей жизни, и мы врага остановили. Хотя он нас превосходил 4-5 раз по численности личного состава, по технике то же самое. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники его. Боевое слаживание, военная подготовка, затем направление в Кадамовский полигон. В августе бойцы из Якутии уже освобождали Харьковскую область. Каждый из них проявил силу духа и безграничное мужество, но домой вернулись не все. На поле боя свои головы сложили 8 якутян. Страшно не то, что тебя ранят или убьют. Ранят, больно будет, но не страшно. Убьют, не поймешь ничего. Страшно это, когда при тебе убивают других. Первый погибший у нас, это вот в том направлении, вот как раз, где мы стояли. Он получил тяжелое ранение, он попал в госпиталь и впоследствии там скончался. Еще 7 бойцов, которых мы потеряли за один день. Это была самая тяжелая кровавая битва с нашими врагами. Это случилось 24 сентября. Был населенный пункт Пески-Редьковский. Вот. Враг с утра артиллерией накрывал наши позиции, не переставая. После этого они пошли в наступление. И мы, получается, 2 ночи там простояли, но во вторые сутки ночью мы сами вышли на пост. И с утра все, ночью это начинается, как бы можно сказать, ночью артобстрел начинается странный, как бы непонятный, одиночный, потом гул техники, с утра уже как расцветало, но они под утро обычно нападают. Потеря боевых товарищей, кровопролитные бои, тяжелые военные будни. Силу и надежду на дальнейший бой придавали посылки с родины и колоссальная поддержка земляков. Нас снабжали постоянно прицелами, тепловизорами, одеждой, амуницией, даже машины давали. Вот. Письма, посылки родных привозили. Знаете, вот такую поддержку на передовой, когда получаешь письмо, это просто очень помогает. Не хочу подобрать слово «забыться», а отвлечься можно, снять какой-то груз. И эта помощь мы чувствовали каждый день. Поддержка очень сильно ощущалась. Это с самого начала, нашей командировки, поскольку, мы еще не знали, что впереди ожидает,
какие методы войны у противника, значит, тактики, так, ну, так, в общем плане только мы слышали. Но когда там столкнулись, да, мы поняли, что действительно, оказывается, вот нам были необходимы квадрокоптеры, значит, тепловизоры, прицелы, вот эти, значит, ну, это все необходимое, которое для ведения, ну, правильно скажем так, тактического боя с противником. Вот это правительство нам все, вот это все нам выделяло, было все. Обмундирование, потом, значит, поддержка с питанием была. Вот это, ну, это чувствовалось, так хорошо чувствовалось. И тем более особо было приятно, когда представители нашей республики приезжали в госпиталь, понимаете, когда они как навещают раненых. Это в душе тепло, и чувствуешь себя, что ты защищен. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Илдархана, нашего Айсена Сергеевича Николаева, за ту помощь, которую нам оказала республика Балтар-2. Приехал председатель общественной палаты Николай Дмитриевич Бугаев. Это такое событие, это поднимает дух, как говорится. Принес нам это одежду, теплую одежду, вещи, инструменты разные всякие, коптеры, саперные лопатки. Самое необходимое для вас. Как рассказывают бойцы, очень непривычно вернуться в обычную жизнь, где небо над головой синее и спокойное. Но какие были ощущения, когда ты уже вернулся домой? Это странные. Все тихо, спокойно. Люди ходят, машины ездят. Не надо постоянно наверх смотреть, слушать. Арта не работает. Вот как-то странные чувства вообще, как-то не то. После возвращения домой добровольцы отмечают, что на фронте нет никого ближе боевых товарищей, ведь именно они придут на помощь в тяжелой ситуации. Как бы вы описали своих товарищей и воинов из Якутии? Я могу сказать, да, это слаженно боевые, ну как сейчас называемся, братья, товарищи, которые героически, смело, отважные. Вот, можно привести много примеров, даже по нашему отряду. Дух у наших ребят, бойцовский дух, всегда был на высоте. Мы себя проявили достойно в бою, как говорится, не отступили, дрались до последнего. Ну, если надо будет второй раз, я бы с ним вообще 100%, не думать, поехал бы. С ним уже. Ну, уже проверенные товарищи, в бою не бросят, не оставят. И слаженный коллектив. В памяти участников боевых действий есть свои герои. Это земляки, которые, несмотря на сильные ранения, упорно продолжали биться и стреляли врага. Ребята дрались мужественно, стойко. Позывной Тяня и Алексей позывной Ивенко. Эти ребята, я считаю, они вообще героически сражались до последнего, поскольку мы находились в окружении. Алексей, значит, держал позицию позади, а Евгений, который умер потом в госпитале, значит, он сдерживал позицию спереди. Ну, вот он раненый, он стреляет. Мы удивлялись потом после этого, как две ноги ранены, кровью истекает, а он все равно стреляет. До тех пор, пока пулемет не заклинил. И тогда Венг, в голову был ранен, там кровь бежит, он говорит: ну, давайте я буду заряжать патроны, а вы стреляйте, ребята, только стреляйте. Десятки мужчин с фронта вернулись домой с различными боевыми ранениями. Один из бойцов, несмотря на травму, продолжает сохранять оптимизм. По его мнению, сейчас творится новейшая история страны. Должны все отслужить от звонка до звонка, как говорится, честью и достоинством, как наши деды прошли Великую Отечественную войну и красными буквами написали свои имена в эту историю. Сейчас тоже пишется новейшая история России. Вот наши ребята все на передовой, пишут все эту историю. На фронт ушли молодые 20-летние парни и ветераны боевых действий, и у каждого есть своя история. Например, Батор рассказывает, как сложно было на разведке в тылу врага, особенно с добычей воды. Получается, мы только 7-го заезжаем, 2 дня в Макаровке лежим, потом к нам подошли армейцы с 200-й бригады и сказали, нужна разведка в тыл врага, на пару дней сказали. 10 добровольцев, кто пойдет, и вызвались, получается. И пешком, получается, по низинам, оврагам, по болоте пошли 4 километра, если я не ошибаюсь. Мы там, получается, уже окапываемся, даем наводки, корректируем. И также у нас самое сложное это было воду набирать.
Водоем у нас был где-то от километра 500 примерно по карте было показывало. И вот туда под утро только ходили, ну, чтобы с украинцами не встречаться и спокойно набрать воды. Мы все понимали то, что мы в тылу врага, нам как бы никто из магазина не будет завозить каждый день, поэтому экономили еду, как могли, делились на 10 человек. И вот за 12 дней я скинул 6 килограмм. На периодичность боев и обстрелов со стороны вражеской территории важную роль сыграла кошка, которая часто гостила у наших бойцов. У нас одна ситуация такая была. Кот к нам приходил, черный кот. И он со стороны противника приходит, его наши все уважают, кормят, по каждому блиндажу пройдется, а мы все думали, может у него там камера или что-нибудь такое внутри. У нас походит, потом уходит обратно на украинскую сторону, к противнику. И как он уходит, начинается обстрел. И потом вот разведчики, когда они взяли там пленного, значит, одного, был разговор такой про этого кота. И пленный говорит, это наш любимчик кот был. Говорит, и мы, говорит, вас не обстреливали до тех пор, пока кот не вернется. Вот такая ситуация была. Солдаты планируют и дальше помогать в борьбе с врагом, подготавливать бойцов и добровольцев в работе в специальной военной операции, обучать военным хитростям и делиться боевым опытом. Но все же, если будет необходима их помощь, они готовы снова отправиться в бой. Да. Я понял, что подальше. Давай. Ну, если придется, да, я поеду. Это однозначно. Я уже, как говорится, прошел 3 месяца. Уже знаю, что это такое условия, знаю, какие условия там. Понимаете, сейчас я скажу, значит, я должен буду ехать, правильно? Это решение каждого самостоятельно, поскольку, значит, понимаете, сейчас, конечно же, когда смотришь ситуацию, то, что сейчас там происходит, гибнут наши ребята, значит, ну, ситуация на фронте, это, конечно, это мотивация очень сильная у многих ребят. Залечим раны, поедем. Я так и сказал командиру, что как только будет собираться наш отряд, я поеду. Из бойцов добровольческого отряда «Батур» 7 человек представлены к медали за отвагу. 9 мужчин к ордену мужества, из них 8 посмертно. И 18 человек получат медали Суворова. Это герои Якутии и России, которые встали на защиту своей родины и бились с врагом до конца.